прошу вас, не надо перед всем народом говорить, как надо решать. Правильно. Но мы все сделаем это. Людей не интересует, какие законы, с какого числа. Люди интересуют кардинальные проблемы. Вот, например, голосование. Впервые в истории, наверное, люди пришли на избирательные участки до открытия и стояли очереди. И шли как на Было праздник, время, да. людей ищут, иди на избирательные, иди. А тут сами вышли, энтузиазм. Но я еще о чем хочу сказать. Вот мы так мельком так бы сказали, вот русские очень хорошо, украинцы. Но вот крымские татары все-таки особая категория жителей Крыма. У них есть определенная такая настороженность. Поэтому я бы что посоветовал нашим министрам? Когда приезжают в Крым, и надо поехать в Бахчисарай, и иногда 2 слова сказать им на их родном крымско-татарском языке. Чтобы они почувствовали, что мы знаем их проблемы. Так вот сейчас я скажу, Продемонстрируйте ваши знания. Вот сейчас. Я же знаю, что вы всегда готовитесь. Крым татарларына şimdi başvuruyorum. Ben şimdi daima dostluk, sulh, barış içinde yaşamalıyız. Her zaman beraber olacağız. Могу перевести очень просто. Başka çare yok. Kırım sevemez kimsesini benim sevdiğim kadar. Sen olmasaydın bu hayat neye yarar? Перевести? А я хорошо понимаю, что происходит с человеком, который учил турецкий. Да. Он внезапно овладевает крымско-татарским. Это близкий. Это Совершенно ближе, верно. чем русский и Сейчас украинский. реклама, после которой перевод стихотворной формы Владимира Вольевича Жириновского с турецко-крымско-татарского на русский. Продолжаем экстренный выпуск «Воскресный вечер». Как всегда, видно, что приходится уходить на рекламу, потому что очень интересные дискуссии. Перевести-то также надо, из-за а то пределов. люди ждут перевода. Так они со словарем бегали. Вот именно. Значит, я по-русски так звучало. Крымские татары, я к вам обращаюсь. Мы должны вечно жить в мире и дружбе. И привел часть стихотворения. Значит, Крым. Никто не полюбит тебя, как я. Если не было бы тебя, Крым, зачем бы была нужна эта жизнь? Красиво. Стихами. Владимир